Добрый вечер. Сегодня у нас в антракте музыкант потрясающей энергетики, виртуозности и эрудиции. Создатель многих благотворительных программ, фестивалей, детских и юношеских конкурсов. В последнее время он нередкий гость в Казани. И здесь даже появился фестиваль его имени. Всемирно известный, блестящий пианист Денис Мацуев. Денис Мацуев – народный артист России, посол доброй воли ЮНЕСКО. Родом из Сибири, пианист поражает своей энергией. Он дает сотни концертов в год в лучших залах мира. Также, являясь большим патриотом, много ездит по России. В конце сентября в Казани во второй раз прошел фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Добрый вечер, Денис. Спасибо за участие в нашей программе. Добрый вечер. Нам удалось с вами встретиться год назад. Я знаю, что ваша жизнь кипит и бурлит, буквально каждый день насыщен событиями. Но все-таки вот за прошедший год, на ваш взгляд, что в вашей жизни произошло самого знакового? За этот год я сыграл более чем 200 концертов по всему миру. И каждый выход на сцену для меня, с одной стороны, как первый, с другой, как последний. Поэтому я не могу точно выделить какое-то одно событие, потому что в каждое я вкладываю душу, в каждую это отдельная история, это отдельный такой виртуальный роман, я бы назвал, контакт с публикой, с произведением. Для меня Иркутский фестиваль – это, наверное, самый знаковый фестиваль, самый любимый и дорогой. Но потому что я там родился, потому что это моя родина, потому что это мои друзья, это дом, Байкал. Очень близкие, родные, святые вещи для меня. И в Анси, безусловно, во Франции уже 5-й был фестиваль. В Париже мне вручали вот это звание посол доброй воли ЮНЕСКО. Для меня тоже это огромная честь, потому что с ЮНЕСКО начиналась моя вообще карьера, на самом деле, в Париже, в этом зале, когда я еще совсем юный, стипендиатом новых имен, приехал туда, играл. И вообще я считаю, что музыкант, который выходит на сцену, он должен быть добрым человеком. Вот. И не случайно я позвал на это вручение именно татарский оркестр с Александром Сладковским. Они абсолютно триумфально выступили там, просто поразили Париж в самое сердце. До сих пор этот приезд их, многие об этом говорят. И на самом деле мне очень приятно то, что этот оркестр так развивается. И этот фестиваль «Денис Мацуев у друзей», название очень символическое и правильное, и в точку абсолютно, на мой взгляд. Потому что это настоящие друзья. Александр Сладковский – это, на мой взгляд, тот человек, который за такое короткое количество времени создал действительно очень, выражая спортивной терминологией, боеспособный коллектив, который с каждым годом прогрессирует. И я очень рад, что я, так сказать, участвую в этом, помогаю им. Я счастливый человек, что на моем пути встречались и встречаются очень-очень много удивительных людей, абсолютно из разных слоев общества. Вот. Поэтому для меня каждый выход на сцену, я могу продолжать бесконечно, поэтому, видите, я не могу выделить одно. Вы не просто так приехали в этом году на фестиваль в Казани «Денис Мацуев и друзей». Вы, во-первых, привезли стипендиатов вашего фонда «Новые имена», и вы прослушивали здесь казанских ребят. Вот расскажите, пожалуйста. Если мы сейчас посмотрим на, так сказать, афишу международную, если там играют русские музыканты, они все выходцы из «Новых имен», потому что это действительно уникальный фонд, уникальная семья, которая помогает самым юным музыкантам встать на ноги, помогает им развиваться постепенно, ограняет, ограждает их от разных невзгод и соблазнов, и неприятностей. И это очень здорово, то, что если стипендиат новых имен, это уже такой некий гарант качества. Мы даем 8 стипендий. Это такой знак, то, что казанские дети, они стали членами нашей семьи, и мы обязательно будем за ними следить и помогать. Это очень важно. А что их еще ждет, помимо того, что они будут получать финансовую поддержку, да, стипендии? Самое главное – дать понять, что ты востребован, что ты нужен, и ты в семье. Вот это, пожалуй, самое главное качество, к чему нас приучала Ивета Николаевна Воронова, наш бессменный президент, который, к сожалению, ушла из жизни буквально 1,5 года назад. Это была уникальная женщина, которая всех нас нашла.
Вот меня нашла в Иркутске, собственно говоря, в 90-м году. Еще в Советском Союзе тогда она сделала такой вояж по всей стране и находила вот этих потрясающих молодых талантов, которые, в общем, со временем и сейчас это цвет нашей русской исполнительской школы. Поэтому это огромное количество и стипендий, и, конечно, летняя творческая школа в Суздале. Это покупка инструментов, это постоянные гастроли, это мастер-классы с лучшими педагогами. Это самое главное, ты находишься в среде. Вы говорили о том, что современные дети, они вас радуют. А чем? И вы говорите, что отличаются от вашего поколения, например. Несмотря на свою юность, совсем еще просто мальчишки и девчонки уже знают, что нужно делать. Потому что я уверен, что все равно любого ребенка нужно заставлять заниматься на инструменте, какой бы он талантливый ни был. Но все равно совсем вот это новое поколение, оно знает, что нужно и позаниматься на рояле, и почитать книгу, и сходить в кино, и сходить в театр, и поиграть просто с друзьями, и заниматься спортом тоже. Это, знаете, это настолько все здорово. И они какие-то свободные, такие с юмором хорошим, очень таким мудрые не по годам, я бы сказал. Вот это они действительно отличаются все-таки от нас. И я так рад, что у нас есть вот эти настоящие таланты. Я думаю, что сейчас очень такой очень важный момент сейчас в нашей стране, когда классическая музыка, и не только в нашей стране, а вообще во всем мире, она может сейчас выйти на совершенно другой, иной уровень. Классическая музыка является очень точным таким, знаете, проводником к успокоению, к исцелению, к отвлечению от разных невзгод, от каких-то проблем насущных или какой-то политики, или агрессии, которая все время идет со всех каналов телевидения, новости постоянные. И народ просто уже изголодался по чистому, настоящему и честному искусству, я бы сказал так. Потому что когда у тебя есть рояль или виолончель, ты выходишь на сцену, и у тебя есть 2 часа доказать публике, что она сюда не пришла не случайно. Если это получается, то контакт с публикой, публика после этого выходит абсолютно заряженная, понимаете, одухотворенная. И вот это слово, которое мы придумали с моим другом Владимиром Спиваковым, это сценотерапия. Понимаете, это то слово, которое лечит и музыкантов, которые выходят на сцену, и публика, которая приходит в зал. Вот сегодня я приехал, не спал, честно вам скажу, всю ночь, потому что летел из Лондона с пересадкой, сил практически не было. Вчера было огромное открытие, полный зал, и я играл несколько бесов, и все это очень тяжело было, так сказать, перелеты, эти смены. Но когда я сегодня вышел на сцену, знаете, очередной раз я понял, что магия сцены, она существует. Потому что я, несмотря ни на что, у меня какое-то появилось окрыление. Но это, конечно, еще и Байкал, потому что Байкал я ныряю каждый раз. Не только я, а те звезды, которые приезжают ко мне на фестиваль, они тоже ныряют в Байкал. Я их просто заставляю некоторых. Я думал, Зубин Мета, скажем, под 80 лет, гениальный, легендарный дирижер. С удовольствием. Пошел в баню, оборолся и нырнул в 9-градусный Байкал. И абсолютно как новенький. Но он еще, в общем-то, нельзя назвать его немощным стариком, потому что он уникальной энергетикой, фантастический. Все до сих пор наизусть дирижирует. Представляете, все, вплоть до опер 4-часовых, все наизусть. Это легендарный, уникальный, гениальный музыкант. Можно сказать, что Байкал – это ваше место силы. А что еще в жизни энергетически вас подпитывает? С чем вы чувствуете энергетическую связь? И что еще заряжает на новые свершения, вдохновляет? Конечно, зал, сцена, которая обладает действительно тоже волшебством, волшебным чувством. Абсолютно. Если получается достичь этого контакта, не скрою, не всегда это получается, безусловно, потому что, когда я выхожу на сцену, я выхожу для того, чтобы донести до сердца слушателей тот замысел, те идеи, которые я хочу, так сказать, представить публике. Но это сложно выразить словами, на самом деле, потому что это происходит на каком-то метафизическом уровне, я бы сказал, на химическом даже уровне. Между композитором и публикой. Я сижу посередине этого и, так сказать, пытаюсь передать те чувства композитора, которые были задуманы 100 или 200 лет назад. Это, пожалуй, самый главный мой критик, самый главный знаток – это публика. Публика, она всегда права, кто бы что ни говорил. Ее, конечно, можно обмануть, но это плохо кончится. Знаете, когда я вижу в зале огромное количество молодых лиц,
особенно в Казани, здесь тоже. Каждый концерт ко мне подходит огромное количество, не только музыкантов, вообще просто простых людей, которые никогда не были даже на концерте классической музыки. И я так рад, что это происходит, потому что это, так сказать, не то, что моя миссия, но я стараюсь, чтобы как можно больше публики почувствовал, что такое классическая музыка, потому что, не скрою, это, в общем-то, не так легко. Это работа, должна быть подготовка, конечно, не просто с первого раза понять, что ты должен испытать от прикосновения к вот такому уникальному, так сказать, материалу. Поэтому здесь, говоря о успехе концерта, о таланте исполнителя, о таланте композитора, и, конечно же, мы не должны забывать о таланте публики, которая приходит в зал. Вот могу сказать, что абсолютно ответственно, что в Казани очень талантливая публика. На фестивале «Звезды на Байкале» в этом году прозвучала такая важная мысль. Зубин Мета как раз говорил о силе музыки. Он говорил о том, что музыка вне политики. А как для вас? И что, на ваш взгляд, способна творить эта сила? Может быть, какие-то примеры даже в вашей жизни были? Безусловно, здесь нельзя смешивать эти понятия, потому что когда я слышу некоторые, так сказать, высказывания о том, что мы не будем ходить на концерт того или иного исполнителя, потому что у него такая позиция. А это действительно есть такое. Ну, не так много, но есть. И в том числе и про меня тоже ходили. Есть такие высказывания в интернете. Я считаю, что эти люди, которые просто, во-первых, либо не знают хорошо исполнителя, либо не понимают миссии исполнителя, который должен нести прекрасное, вне зависимости от того, какая у него позиция. Каждый человек имеет право высказать свою позицию, и его за это винить, на мой взгляд, мягко говоря, ну, просто неправильно. Ну, у каждого есть свое мнение, безусловно. Но Зубин Мета мне сказал уникальные слова. Вы знаете, что в Израиле и, так сказать, и в Палестине, и сектор Газа огромные конфликты. Каждый, вплоть до сегодняшнего момента там есть взрывы, и конфликт этот до сих пор существует. Но на концерты израильского филармонического оркестра под руководством Зубина Меты ходят и евреи, и арабы, которые сидят вместе. И вот на эти 2 часа концертный зал является самым большим миротворческим местом в этот момент. Потому что это выше всего. Музыка должна лечить и мирить людей. Поэтому в любые конфликты, которые происходят сейчас в мире, на мой взгляд, одно из первых лекарств и одно из первых таких миротворческих миссий — это должна стать музыка и культура, и искусство вообще, в принципе. Поэтому я буду делать все, что от меня возможно. Я готов играть где угодно. Я очень, так сказать, такой, знаете, к этому человек открытый. Я могу играть не только в концертных залах, я могу играть и на улице, могу играть и, так сказать, где нужно. Если где потребуется моя помощь в этом отношении, я готов приехать в самые горячие точки. Я абсолютно честно говорю. Спасибо большое, Денис. Под занавес предлагаем вам короткую рубрику с коротких вопросов, коротких ответов. Денис, остается ли время на какие-то увлечения помимо музыки? Если да, то на какие? У меня футбол, хоккей, плавание, баня, безусловно, театр, кино. Любимый композитор не спрашиваю, поэтому спрошу про любимого писателя. Есть ли он? Последнее время настолько привязался к письмам. Письма Чайковского к фон Мек, конечно, я перечитал все их, но вот письма Прокофьева, вот это для меня последнее такое потрясение. Вот для меня очень помогло именно чтение этих писем в разучивании, так сказать, новых прокофьевских произведений. Кого вы считаете героями? Герои сегодняшнего времени — это наши учителя школ, учителя музыкальных школ, врачи, библиотекари, музейщики. А у вас есть жизненный девиз? Конечно, все будет хорошо. А к чему вы всегда стремитесь? Стремлюсь к тому, чтобы не обижать и помогать. Вот это, пожалуй, такой сибирский девиз. А что спасет мир? Красота, любовь и, конечно же, классическая музыка. Спасибо большое, Денис. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо большое, очень приятно. До свидания. До свидания.